Отмечаем 75-ю годовщину со дня освобождения Малгобека от немецко-фашистских захватчиков. Торжественное мероприятие в нашем выпуске. Теперь как новенький в селе Нейнарки после капитального ремонта открылся Дом культуры. Лайв к большому спорту. В Джайрахском районе московская команда проходит учебно-тренировочные сборы. Это новости 24. Здравствуйте. В городе Воинской Славы прошел памятный митинг по случаю 75-й годовщины со дня освобождения Малгобека от немецко-фашистских захватчиков. Напомню, что Малгобекская стратегическая оборонительная операция явилась поворотным событием в битве за Кавказ. Хади Добреева о том, как вспоминали героев-защитников города, их боевые товарищи, общественные деятели, молодежь и первые лица республики. Ни домов, ни дорог, ни даже деревьев. Таким до сих пор помнит Малгобек, один из его героев-защитников. В 75-й раз Хидир Гулуев этот день встречает уже в родном для себя городе. Правда, сегодня он один. Совсем недавно строй ветеранов покинул Алаудин Шадиев, с которым он в одном ряду в огненных 40-х отстаивал город нефтяников и каждый год вместе отмечал годовщину освобождения Малгобека. Хидир Гулуев попал на фронт в 16 лет, в 42-м. Здесь плечом к плечу с боевыми товарищами пулеметчик, не уставая, обрушал огонь на неприятеля. Я был пулеметчиком здесь, Максим, станковый пулемет. И смотрите, дружба какая была. Осетин я, украинец Барзила, Орехов, Чуваш, русский этот. Вот 5 национальностей, 5 человек на одном станке, как братья мы воевали. Шутили и так далее, и так далее. Мы поняли свой долг перед Родиной от души. Наравне со старшими этот праздник отмечает и молодежь. Юноармеец Аза Бокова здесь самая молодая участница. Большая удача для нее сегодня возможность познакомиться с ветераном и услышать из первых уст, кем они были, защитники ее родного города. Взрослые рассказывали, какие были жестокие бои в Малгобеке. В честь этого его назвали город воинской славы. И жестокие бои даже, а простые люди помогали воинам. Все, которые люди кормили их, лечили. Я тоже ими горжусь. Они тоже были героями. Город, который по некоторым данным 14 раз переходил из рук в руки, словно каменная стена, его обороняли тысячи солдат и простые жители. Малгобек должен был стать вратами крупным месторождением нефти на Кавказе. После захвата города немецкие солдаты планировали взять Грозный, а потом и Баку. Почти 2 месяца сражений, и враг из наступательной операции перешел в оборонительную. Стойкость и мужество малгобекчан ослабили неприятеля, а 3 января 1943-го наши солдаты сумели полностью освободить Малгобек от врага. В боях за город пало более 120 тысяч советских солдат и офицеров. Не всем понятно, что значило для страны в целом вот эта операция стратегическая. Поэтому многие, когда даже наши историки, не совсем осознавая, пишут не стратегическая оборонительная операция, а пишут оборонительная операция. В годы Великой Отечественной войны оборонительных операций и наступательных, просто оборонительных наступательных операций было более 1000 по всем направлениям. А вот стратегических оборонительных или наступательных было всего 36. Здесь надо всем нам задуматься, какую важность представлял Малгобек и это направление для руководства страны в то время. Именно Малгобекскую стратегическую операцию сравнивали со Сталинградской. Успех Сталинградской операции, в архивах немецких это заложено, во многим был предопределен тем, что именно сюда, на Малгобекское направление, перебросили часть сил. Алаудин Шадиев, Владимир Этуш, Василий Онищенко, Павел Бецкий о том, что важно не забывать имя каждого героя и бессмертный подвиг мужественных сынов Отечества, напомнил собравшимся и спикер регионального парламента. Благодаря вот этой операции, по воспоминаниям многих тогдашних военачальников, то мы, в принципе, помогли тем военнослужащим советской армии, которые защищали и город Сталинград, и даже Новороссийск. Ни один литр
малгобекской нефти не был использован фашистами. Это победа всех жителей Малгобека, независимо от национальностей. Присвоение в 2007 году Малгобеку звания города воинской славы стало событием исключительной важности для всей республики. Это дань памяти воинам и простым жителям, которые до конца выполнили свой долг перед Родиной. По традиции память павших в боях за Малгобек почтили минутой молчания, а после в их честь возложили цветы к памятнику погибшим защитникам города. Эту дату никогда нельзя забывать. Эти мероприятия они должны каждый год и передаваться к подрастающему поколению, чтобы подрастающее поколение, молодежь знала, какой ценой эта победа досталась нам. И ради кого мы сегодня живем, чтобы чтить их память вечно. Наши ветераны, их у нас, к сожалению, в городе осталось очень мало. Они очень воевали за наш город. Мы всем им благодарны за то, что мы проживаем в городе, за то, что над нами мирное небо над головой, что наши дети могут в любой момент выйти и во дворы, им вот наш этот прекрасный сквер, и на этот же концерт. Мы им очень благодарны сегодняшний день за наш город Малгобек, который носит название «Город воинской славы». Эстафету праздника и патриотического настроения со сцены подхватили и артисты. 75-летний юбилей освобождения города малгобекчане отметили еще и праздничным концертом. Хадия Добриева, Халаш Гойгов, Новости 24. Глава Ингушетии побывал в сельском поселении Псидах Малгобекского района на месте строительства соборной мечети. Ее вместимость составит 2500 человек. Этот храм станет самым большим в этом населенном пункте. Мечеть возводится за счет благотворительных средств местных жителей и меценатов. По словам главы муниципалитета, работы на объекте ведутся в соответствии с установленным графиком. Но в данное время погода не располагает к их проведению. Цитата: «Мы решили приостановить стройку до весны. Как только установятся теплые дни, мы возобновим рабочий процесс», — сказал он. Напомним, что площадь новой мечети и прилегающая к ней территория увеличены за счет приобретения частных домовладений. Окончание строительства запланировано на конец этого года. Глава Ингушетии отметил, что жители сельского поселения Псидах всегда могут рассчитывать на его поддержку в вопросе строительства социально значимых объектов. В селении Инарки привели в порядок местный дом культуры. На открытие приехал глава региона. Завершение капремонта отметили всем селом торжественным концертом. Рабочие обновили фасад здания, потрудились над благоустройством территории. О преображении культурного центра села. Сюжет Залины Могушковой. Перерезание красной ленты, как правило, открывается новый объект. Здание ДК, которому больше 30 лет, старым теперь точно не назовешь. Капитальный ремонт здесь проведен в рамках программы по развитию культуры и туризма на 2013-2020 годы. Она разработана Минкультом России для развития культуры в селах. Новый год начинается с такого хорошего события, открытия нового дома культуры. Я почему говорю нового? Вы знаете, сколько лет этот дом культуры стоял без ремонта, фактически там невозможно было работать. Сейчас, когда вы зайдете в здание, вы увидите, насколько много сделано, как преобразится этот дворец культуры, тут работать будет одно удовольствие. Из-за проблем с отоплением первый этаж здания был закрыт. Такой вот дом культуры, как сапожник без сапог. Ведь здесь не функционировал даже актовый зал. Продувающие ветхие окна тоже в прошлом. Впрочем, из любителей холода здесь только Дед Мороз со Снегурочкой. Но ради детских стихотворений они готовы стерпеть тепло, оставшееся здесь надолго. Мы большие друзья, но поить горячим чаем вкуснее этого нельзя. Теперь в Инарки появилось удобное место для проведения сходов, ведь прежде приходилось собираться всем селом в тесном школьном кабинете. Помимо основного актового зала заработал малый. Новые условия в ДК оценил и глава республики. Кружки должны быть, и кружок должны работать. Зажигание, рисование, разные танцы, песни, Прежде здесь работали только два кружка – театральный и вокальный. Их посещали до 70 детей разных возрастов. В новых условиях в Доме культуры появятся дополнительные секции. Руководство сейчас рассматривает открытие кружков прикладного искусства, хореографии и курсов гармонисток. Кроме того, здесь размещена библиотека с фондом в 10 тысяч книг. Я думаю, что это большая возможность для населения нашей республики проводить массовые культурные мероприятия.
детей отдавать в различные кружки. Зоя Миржоева ведет вокальный кружок почти 6 лет. На ее занятия приходит 12 девочек. Преподаватель уверена, теперь в новых условиях заниматься музыкой захочет намного больше детей. Здание изменилось на 100%. Вы даже представить не можете, в каком состоянии было это здание. Не было у нас отопления в зимний период, не было аппаратуры, и нас спасала школа. Мы за счет школы все репетиции, все мероприятия мы проводили на базе школы. Здесь новые полы, электропроводка, отопительная система, окна, двери, потолки и даже фасад. На то, чтобы вдохнуть новую жизнь в старое здание, потребовался двухмесячный труд 60 рабочих. Объект испытывал строителей различными сложностями. К примеру, очень долго пришлось поработать со стенами, как внутри, так и снаружи. Они были неровными. Коллектив Дома культуры тоже участвовал в капремонте. Для нас это великий праздник. Произошло чудо. Мы даже не верим. Теперь во всех кабинетах светло, чисто, тепло. Есть кабинеты кружковые, отремонтированные. Теперь мы можем все кружковые работы проводить по разным кабинетам у себя. Можем проводить мероприятия в зале, малый зал. Открытие отремонтированного Дома культуры здесь отметили первым концертом. На сцене выступили солисты Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева, воспитанники Дома культуры и ансамбль «Озорные девчата». Залина Могушкова, Султан Булгучев, Новости 24. Мемориальный комплекс жертвам репрессий в Назране проводит акцию «Новогодние каникулы в музее», сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии. Сотрудники музея приглашают школьников на бесплатные экскурсии по выставочным экспозициям. Фотографии, экспонаты, документы. В настоящее время здесь хранится около 5000 картин, ценных исторических документов, аудио и видеоматериалов. Акция продлится до 8 января. Закрытая городская свалка в Карабулаке снова беспокоит своим существованием. Здесь сбрасывают отходы в основном местные жители. Это единственная несанкционированная свалка в городе. Все остальные ликвидированы. Зелимхан Калуев принял участие в рейде экологов и разобрался в ситуации. Вот такую картину можно лицезреть на месте старой городской свалки в Карабулаке, а про запах и говорить не стоит. После праздников здесь царит совсем не праздничная атмосфера, дополняет картину искусственная ель, выброшенная кем-то из местных жителей. Но экологи с местными властями и коммунальщиками города уже нашли решение проблемы. Решение не далее, как завтра, вот эта территория будет очищена от отходов, то есть будет проведена здесь работа. До конца недели будет организована охрана территории, чтобы сюда не могли въезжать посторонние лица и не могли здесь сбрасывать отходы. И в течение 2 недель планируется организовать полностью надлежащий муниципальный контроль, работу муниципальной административной комиссии. Мусор сюда привозят в основном местные жители. В борьбу с нарушителями экопорядка в городе активно включился и молодежный совет. Машину с мусором фотографируют, после чего номера водителя определяют и нарушителей штрафуют. Проблема каждый раз поднимается и в мечетях, на пятничных проповедях, в надежде, что жители одумаются. Мусор у нас начал накапливаться на этих выходных. 28 числа у нас с привлечением тяжелой техники МУП, управляющая компания. Территория была расчищена. Было все землей, где остаточные оставались, было засыпано землей. Могу ошибиться, но более 10 КАМАЗов отсюда было вывезено мусора. Вот как мы наблюдаем за эти 10 дней, опять скопление такого объема мусора у нас. А тем временем на мусорный пир собирается весь местный крупнорогатый скот. По словам представителя местной администрации, они уже успели облюбовать это место. Власти не устают повторять, что без негативных последствий для окружающей среды выбросить мусор достаточно, заключив договор с управляющей компанией ЖКХ Карабулака. Они могут вот сюда на въезде свалки, мы сейчас поставим мусорные контейнеры, могут туда выбрасывать мусор. А так, если у кого-то там большой мусор там во дворе, в частном секторе, мы можем индивидуально вывозить, там, делать какие-то уступки. Вывезем отсюда мусор, полностью расчистим эти площадки, поставим охрану и будем следить, чтобы не сорили больше и как-то, как говорится, месяц, 2, 3, 4, 5, полгода, год люди, наверное, привыкнут и узнают, что нельзя сюда возить действительно мусор. Это единственная несанкционированная свалка во всем городе. Остальные, по словам экологов, ликвидированы. Через 2 недели, как обещают местные власти, эту территорию также приведут в порядок. Зелимхан Калоев, Ахмед Горбаков, Новости 24.
К предстоящим соревнованиям по плаванию готовится детско-юношеская команда по этому виду спорта из Москвы. Сейчас они проводят учебно-тренировочные сборы в Джейрахском районе. Спортсмены прибыли в Ингушетию вместе с тренером на 2 недели. Отрабатывают технику в крытом бассейне спортивного комплекса «Дельфин». Репортаж нашего корреспондента. Эти ребята приехали сюда неделю назад для подготовки к предстоящему чемпионату России по плаванию, который пройдет в феврале этого года. Здесь тренируются спортсмены 2000 и 2001 годов рождения. Некоторые только начинают свой путь в мир большого спорта. А есть и те, кто уже успел побывать на пьедестале почета. Один из них, Всеволод Музовский, в свои 16 лет, он уже стал победителем летней спартакиады среди учащихся страны. Мы плаваем кролем в последнее время, вот сейчас. У нас на полгода рассчитано, что мы будем отрабатывать технику. Потом под конец уже будем разгоняться. Но условия, вода нормальная, бассейн хороший. Понравилось. А Ольга Грекова, победительница спартакиады в женской эстафете 4 по 100 кроулинг, которая прошла летом 2016 года. Плаванием девушка занимается с раннего детства и настроена только на победу. Первые 4 дня было очень сложно адаптироваться, потому что другой воздух, другая обстановка. Очень долго привыкали. Сейчас уже нормально. У каждого тренера есть своя тактика. Мы сейчас в горах, и когда мы вернемся обратно в Москву, должен быть прирост результата. То есть в горах тренироваться это очень полезно. Тренировки у пловцов проходят строго по графику. Плавание 2 раза в день по 40 минут. Тренер тщательно следит за своими подопечными, контролируя режим нагрузок. Наставник знает, как привести своих подопечных к победе. Оль, грибочек загребай. Немножко быстрее, поплыли. На детей смотрю, если они справляются с нагрузкой или не справляются с нагрузкой. Методики, безусловно, есть. Вот. Они как бы не секрет, все знают, поэтому ничего особенного. Вот. Самое главное — работоспособность детей и желание их заниматься. Ребята собираются и выходят на улицы, где ждут своего тренера. Есть отличная возможность спросить у спортсменов, как они чувствуют себя в наших краях. Здесь очень красиво. Что тебе больше всего нравится? Горы, особенно когда выпал снег, очень стало привлекательно. Который раз ты сюда приезжаешь, может, первый раз? В 3-й раз приезжаю. 3-й раз уже? Да. И что тебя больше всего привлекает, что тебе больше всего нравится? Мне, к примеру, нравится то, что здесь снега много, в отличие от города. Вернувшись в гостиницу, ребята должны поесть и как следует отдохнуть. Затем с новыми силами вновь отправиться на вечернюю тренировку, чтобы достичь высоких результатов в спорте. Зелимхан Калоев, Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. В Джейрахском районе накануне побывал глава региона. Там он провел совещание по подготовке к проведению в Ингушетии чемпионата России по альпинизму в техническом классе. Соревнования пройдут с 25 января по 13 февраля этого года в горном районе массива вершины Гайкомт в Джейрахском районе республики. Среди участников будут действующие мастера и кандидаты в мастера спорта по альпинизму из Москвы, Красноярска, Санкт-Петербурга, Ставрополья, Екатеринбурга, Севастополя и других городов страны. В рамках чемпионата будут проходить обучение начинающие альпинисты по программе подготовки Федерации альпинизма России на значок «Альпинист России». В альпинистском лагере Киази, где уже организована вся необходимая инфраструктура для проживания и быта, будет представлена региональная школа инструкторов ФАР. Альплагерь готов к приему спортсменов-участников. Глава региона отметил, что в Джейрахском районе необходимо создать все условия для альпинистов и туристов. Цитата: «Это горный край, и альпинизм нам очень близок по духу. Этот вид спорта мы развиваем и будем изучать опыт не только российских регионов, но и других стран, где успешно развивается это направление», сказал Юнусбек Евкуров. Ну а если говорить о спорте в целом, то наши спортсмены показали высокий класс в ушедшем 2017 году. Боксеры, дзюдоисты, грэпплеры, альпинисты, борцы смешанных единоборств заявили о себе на весь мир в самых разных видах спорта. Завоеванные награды высшей пробы – лучшее тому подтверждение. Тамерлан Хамхоев и его итоговый репортаж. Февраль 2017-го. Москва. Турнир по смешанным единоборствам под эгидой М1. Обладатель внушительного рекорда в 8 побед Абукар Индиев встретился с чемпионом Александром Бутенко. Ингушский спортсмен громкими победами убедил руководство компании в целесообразности проведения титульного поединка. Долгие месяцы подготовки дали результат. Чемпион принял вызов. Несмотря на внушительный перевес Александра, Абукар Индиев с уверенностью вышел на бой. И не прогадал. Всего лишь минута первого раунда, и Индиев отбирает у соперника чемпионский пояс, свойственный ему манере. Новый чемпион организации родом из Ингушетии. Не зря он оправдал все надежды. Мы очень рады, что он выиграл. И будем надеяться, что так и будет всегда.
Соперник был, конечно, очень серьезный, но раунды увидели, он продлился буквально пару секунд. Что можно сказать? Абукар Индиев — это ингуш, великий спортсмен, это все видят. Спустя несколько месяцев под эгидой той же организации, но уже на битве в Ингушетии, сошелся Моусер Евлоев с временным чемпионом в легчайшем весе Алексеем Невзоровым. Апрель 2017 года Алексей запомнил надолго. Тогда Моусер уже во втором раунде противостояния нокаутировал временного чемпиона. Победная серия, достигшая уже 7 триумфальных поединков, продолжилась. Но самое сложное впереди, и Моусер Евлоев стал готовиться уже к новому бою. Обладатель титула постоянного чемпиона Павел Ветрук грозился приехать в Ингушетию на битву в горах. И в преддверии турнира очень опасный ударник Ветрук отрабатывал навыки борьбы в партере в Северной Осетии. Но даже такая подготовка не помогла Павлу удержать чемпионский пояс. В течение всех 5 раундов на битве в горах явное доминирование ингушского спортсмена не оставило никаких шансов сопернику. Второй пояс чемпиона и снова у ингушского спортсмена. Моусера я всегда сравнивал, сейчас вы сказали, какие эмоции. Да у него нет вообще никаких эмоций, если вы заметили. С первого дня мы с Вадимом наблюдаем за ним, я его сравниваю, поэтому по характеру, по спокойствию с великим императором Федором Емельяненко. Спокойный как танк. Вот это про нашего Моусера. Еще один богатырь в ингушских смешанных единоборствах, который в 2017 году стал также известен на весь мир — Хамзат Долгиев. Боец очень долго готовился к своему титульному поединку в полулегком весе, и его соперник Иван Бухингер не зря звался кошмаром российских бойцов. Серия из 9 побед подряд Хамзата дополнительно мотивировала к положительному для себя исходу этого противостояния. Да и поддержка родных стен сказалась. Заставив своих земляков в дебюте встречи немного понервничать, Хамзат все же умудрился в первом же раунде добиванием в голову забрать чемпионский пояс, и этим вписал свое имя в историю ингушского спорта. Вы знаете, что эти ребята сегодня, вот то, что он пояс получил, это не какие-то деланные пояса, это пояс, который выстраданными, которые они прошли, не знаю, долгую дорогу, 5-6 лет они шли к этому поясу. От ММА к борьбе. Муса Евлоев на прошедшем чемпионате мира по греко-римской борьбе стал серебряным призером. Прошедший в августе самый престижный в этом виде спорта турнир собрал лучших из лучших. В рамках чемпионата Муса провел 5 схваток, считая финальную с действующим олимпийским чемпионом Артуром Алексаняном, уступив всего в 1 балл. Муса Евлоев поднялся на 2-ю ступень пьедестала. Конечно, мы все надеялись, что он станет первым. Болели за него, переживали, и вся республика, и все болельщики. Но, наверное, судьба распорядилась так, что на этот раз он второй. Я надеюсь, что в следующий раз и на следующем чемпионате мира, и до 2020 года, следующие Олимпийские игры, Муса проявит себя, покажет с самой лучшей стороны. Он молодой, энергичный. Вот в грэпплинге ингушскому спортсмену Азамату Шибилову на чемпионате мира равных не оказалось. Медаль высшей пробы он привез из Азербайджана после тяжелейшей борьбы с лучшими спортсменами планеты. 3 бескомпромиссных поединка и 3 блестящие победы продемонстрировал Азамат, и этот успех стал возможным во многом благодаря силе духа. Еще в детстве спортом заниматься Азамату было противопоказано, но теперь еще одно ингушское имя на спортивном помосте услышал весь мир. Ну а впереди у перспективного спортсмена еще более высокие цели. Чемпион мира его делчиандели ухна премьер ляца. Молодой замсек муир. Дук мокоси бо хон ханер баржи ербадри ажнага визж во تحقق نقص تجي حز أزمات أن يقام بوابيت هم بيسابيع حنتي حز دعوة يعني подъем Терловичи газди. Говорить о победе Хасана Халмурзаева на каком бы то ни было турнире становится уже обыденностью. На одной медали в этом году Хасан не остановился. Вначале была Венгрия. Чемпионат мира собрал только лучших, в их числе и 5 представителей Ингушетии, но высших наград добился лишь Хасан. Взять медаль в высшие пробы помешала травма руки, полученная в борьбе за выход в финал, но бронзу все же Хасан привез. А уже в декабре прошел еще один турнир под названием «Мастерс», где Хасан полностью реабилитировался, в первую очередь перед самим собой, одержав блестящие победы, в том числе и над своими партнерами по сборной Асланом Лапинаговым и Аланом Хубецовым. Халмурзаев занял 1-е место, а на вопрос, кто же лучший спортсмен в дзюдо, ответов не требуется. Достаточно показать рейтинг. Хасан 1-й во всем мире. Естественно, это огромная радость для Минспорта, Министерства спорта и для всех жителей республики, для болельщиков, зрителей, то есть для всех. Это, естественно, здесь вот в этой победе он поставил точку конкретную. То есть там мы знаем по значимости, что это за соревнования были. Это международный турнир, после, допустим, Олимпийские игры, мир, чемпионат мира, Европы. И потом по значимости идет
вот эти именно соревнования. В год 25-летия Ингушетии каждую свою победу ингушские спортсмены посвятили юбилею родной республики. В их числе и альпинист Магомед Зейтов. Самая высокая точка земного шара теперь покорена. Флаг Ингушетии развивался на вершине мира. И на Эвересте прозвучал азан. Все это результат тяжелейшего труда. 2 месяца потратил Магомед на одиночное восхождение. Температура до минус 60 и немало трудностей сопровождали его на протяжении всего пути. Но в конечном итоге цель достигнута. Маршрут Ингушетия-Эверест пройден. Мы непосредственно поднимались вместе с солнцем. То есть выходило солнце, появлялся рассвет, становилось все светлее и светлее, и мы становились все выше и выше. Возвращаемся на равнину, где тепло и нет перепадов давления. Еще 3 чемпионских пояса взяли Исмаил Илиев и Иса Чиниев на вечере профессионального бокса у нас в республике. Декабрь 2017 стал богатым на урожай из титулов. Знаменитые теперь ингушские боксеры свои пояса будут защищать в бою против любого соперника. Боксер, который выходит в ринг, это прежде всего настоящий мужчина, потому как боксировать на словах, боксировать сидя на диване, боксировать, глядя телевизор, могут все, а выйти в ринг это действительно нужно характер и проявление мужества. Поэтому ребята настоящие мужчины, и это боксеры очень высокого уровня. Это были самые значимые достижения в ингушском спорте за 2017 год. В новом году новые цели и новые вершины. И как знать, насколько еще пополнится копилка спортивных достижений региона. Увидим очень скоро. Тамерлан Хамхоев, Новости 24. Русское географическое общество принимает работы на 4-й фотоконкурс «Самая красивая страна». В правилах конкурса нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие – фотографии должны быть сделаны только на территории России. Работы принимаются в нескольких номинациях: коренные и малочисленные народы России, Россия в лицах, пейзаж, дикие животные, птицы, пещеры, макромир, подводный мир, Россия с высоты птичьего полета, культурное наследие. Эти забавные животные – мир в наших руках. Победители в каждой номинации получат денежный приз в размере 250 тысяч рублей. Для юных участников фотоконкурса будет специальный приз «Лучший юный фотограф». Его обладатели, члены жюри, выберут среди участников фотоконкурса в возрасте до 16 лет включительно. Каждый участник имеет право представить на фотоконкурс не более 25 работ не позднее 31 марта 2018 года. Так, в прошлом году лучшими фотографиями можно было полюбоваться в международных аэропортах и российских культурных центрах за рубежом, на московских бульварах и главных улицах нашей страны, а также в 15 странах мира. Всего выставки посмотрели около 7 миллионов человек. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.